Друзья, хочу поделиться с вами очень интересным наблюдением. После того, как американцы разрешили бить ракетами Атакамс по России, Путин спрятался в бункере и грозится своими старыми ржавыми ракетами, которые он нанес удар куда-то там в Украине. И якобы это какие-то новые ракеты, что, конечно, не соответствует действительности. И специалисты говорят, что все это фейк, никаких новых ракет у русских нет. Это все старые ракеты, которыми ударили по тому месту, где украинское ПВО не защищало, которого, как мы знаем, не хватает, не защищало, и поэтому они смогли докуда-то долететь. На самом деле, если вы обратили внимание на очень важный момент, за все это время мы никогда не видели ни у Путина, ни у России гуманизма, соблюдения прав человека, международного права, гуманитарного права. А теперь Владимир Путин заговорил о гуманизме. Вы обратили внимание, что теперь, когда мы будем бить ракетами по украинцам, он говорит, мы будем их предупреждать, что мы бьем, потому что из гуманных соображений. Так, а где вы все эти 30 лет, когда вы геноцид делали над чеченцами? Где этот гуманизм ваш был? Когда вы в Грузии людей убивали? Когда вы уже почти 11 лет в Украине людей убиваете? Где этот гуманизм был путинский? Не было его. А знаете, почему он так сказал? Дело в том, что он сидит сейчас где-то в бункере, где-то спрятавшись, и рассказывает нам про гуманизм. Дело в том, что он теперь требует, просит, настаивает, а потом, чтобы обвинить Украину, мы-то вас предупреждаем, что мы когда бьем вас вот этими мощными ракетами, а вы нас не предупреждали, вот вы не гуманные. Вот для этого он это начал говорить. Потому что боится крыса, боится. Достанут тебя, Путин, и в бункере достанут, и где угодно достанут, и тебя достанут, и всех достанут, всех военных преступников и убийц. Поэтому, друзья, все нормально. Человек Путина, Дональд Трамп, представьте, если они нам все это время рассказывали, и это не только Байден это делает, это все делается вместе, понимаете, потому что уже Дональд Трамп уже избранный президент. И сейчас уже такие вещи говорят, что в случае, если что, возможно, украинцам передадут атомное оружие. А представьте, если Атакамс или другие английские, французские ракеты начинить атомной боеголовкой и нанести удар по бункеру. Где-нибудь под Кремлем, где-нибудь там в Сосновом Бору, или где он там у нас прячется, террорист Путин и его кодло. Поэтому нас ждут очень интересные события. Скорее всего, эти события будут развиваться еще до Нового года. Поэтому все нормально, друзья. Я вас всех поздравляю. Крыса загнана в угол. Кусаться она не будет. Ну, огрызаться будет и людей на смерть посылать будет. Тех самых русских, за которых он якобы так печется. А эти будут идти. И почему-то эти русские не идут за идею, за родину, даже когда в Курск пришли. Вот тем, кто воюет, почему-то нужны всегда бабки. Причем чем больше, тем лучше. Что, идейных уже не осталось, что ли? Как-то так. Всего хорошего. Всего будет Ичкерия. Господи, благослови Америку и слава Украине. Адекюэль Машуэль.